Уважаемые коллеги, свою работу начинает ежегодный большой отчет главы. Слово предоставляется главе муниципального района Хунзасский район Нурмагомедову Максудаджиевичу Задиеву. Ассаламу алейкум. Добрый день, дорогие земляки, коллеги, гости, приглашенные. Сегодня в очередной раз, как было обещано, решили администрации отчитаться перед населением района. Вообще, много вопросов бывает. Жители говорят, мы это не знали, мы то не слышали, мы это не видели. Хотя администрация всю работу, все, что мы делаем, вся работа на виду, вся в Инстаграме, вся на телевидении, на сайте Хунзасского района. Но тем не менее у нас принято, есть обязательства, которые глава района должен отчитаться перед жителями района. Но, к сожалению, все жители собрать мы сюда не можем, поэтому решили собрать депутатов, глав сельских поселений, актив района, чтобы вы в дальнейшем передали то, что мы сегодня здесь обсудили, рассказали, отчитались до жителей своих населенных пунктов. У нас есть план, график отчетов сельских поселений, начиная с завтрашнего дня. Я думаю, что все главы сельских поселений будут отчитываться перед жителями своих населенных пунктов. И тем более, наверное, не совсем стыдно будет выступать, отчитываться, потому что каждому главе, каждому руководителю есть о чем говорить, есть что показать своим жителям своих населенных пунктов. Сегодняшние итоги, как обычно, последние 2 года, наверное, мы начнем по ситуации в районе, по эпидемиологической ситуации. Все, наверное, знают, что и сегодня у нас более 30 жителей находятся в больнице. Сейчас пошел всплеск болезни, непонятно, там ковид идет или другой вирус идет. Но, тем не менее, люди начали болеть. Может быть, погодные условия, может, климатические условия, может, вирус идет новый. Но есть вопросы, которые мы должны соблюдать правила. Наверное, мы так сделаем, наверное. Некоторые вещи буду читать, некоторые вещи буду рассказывать. И тем более, что этот фильм мало что нам оставил рассказать. Практически все, что мы будем говорить, показали в фильме. Но есть вещи, которые мы должны уже сами тоже будем говорить. Как мы все знаем, 2020-2021 годы для жителей Хунзасского района, как и по всей России, выдались тяжелыми, оказались в новой реальности из-за пандемии. Эти годы стали серьезным испытанием, в первую очередь, для системы здравоохранения нашего района. Но мы вместе с вами смогли сосредоточиться, оценить сложившуюся ситуацию, и командная работа всех структур оперативного штаба администрации Хунзасского района смогли победить волну коронавирусной инфекции. Прививка – самый надежный способ защитить себя и своих близких от тяжелого течения COVID-19. Учитывая динамику распространения коронавируса, рано или поздно инфекцию подхватит каждый. Так что лучше заранее подготовить к ней свой организм и обеспечить себе иммунную защиту хотя бы частично. Известно, что коронавирус особенно опасен для людей, уже имеющих какие-либо хронические заболевания. У них может начаться реакции, высокий риск развития осложнений. Общая численность заболевших пневмонией COVID-19 в отчетном году составили 3472 человека. Это все, которые прошли через больницу. И надо отметить, что вакцинированных в районе на сегодняшний день 11 167 человек. Из них заболели и попали в больницу 9 человек. Из 11 тысяч лиц, которые прошли вакцинацию. Я думаю, что вот здесь внутри в зале, если есть кто-то, хоть один человек, который может сказать вред от вакцины, пожалуйста, встаньте и объясните мне тоже, почему ее нельзя делать вакцину. Единственный вариант, единственное спасение для нас – это вакцина. И призываю всех, кто
кто здесь есть, кто жители нашего района, пройти вакцинацию. Пока у нас не будет коллективного иммунитета, мы не сможем проводить никакого мероприятия. Мы не можем спокойно жить. Каждый человек... И вообще, удивительная ситуация у нас бывает. Все боятся ковида. Вот нету ни одного человека, который не боится ее. Потому что мы все живые люди. Но когда говорят про вакцину, все говорят, ее нельзя делать. А почему нельзя делать? Тоже никто не знает. Нет таких людей. Есть люди, сегодня кто-то, наверное, посмотрел утром по первой программе, по-моему, чешская певица, антиваксер так называемая, принципиально решила заболеть, получить сертификат от ковида, и от ковида умерла, не получив сертификат, которая не хотела вакцинироваться, чтобы выехать за пределы республики в турне. Не смогла поехать, умерла она. Пожалуйста, посмотрите сегодняшнюю передачу «Утро» по Первому каналу. Таких примеров можно рассказать. Каждый человек, в принципе, знает, нет такой семьи, которая не затронула эта болезнь. И думаю, что мы десятки раз, сотни раз будем об этом говорить, 1000 раз будем говорить. Нет у нас другого способа уберечься, кроме как вакцинироваться сегодня. Сегодня, завтра, год, 2, 3, 5, может быть, потом это все будет проходить более проще. На сегодняшний день такая ситуация. Здесь же надо отметить, наверное, в конце года, прошлого года мы закрыли первый садик, потому что 6 воспитателей заболели. Были носителями вируса. Если 6 человек заболели, значит весь садик надо закрыть, поставить на карантин. Такое ощущение бывает, что нашим родителям наши дети вообще не нужны. Основная их задача выгнать этих детей в 8 часов утра и в лучшем случае забрать их в 6-7 часов вечера. Но когда говорят, что в школах, в садиках дети болеют, нельзя отправлять детей в школу, могут заразиться, в садиках могут заразиться, вот некоторые родители, видимо, не совсем понимают обстановку, когда в конце года у нас болели очень много детей. Такие вопросы, я думаю, что нужно учитывать, и нужно учитывать каждому родителю. Социально-экономическая ситуация. Здесь в фильме тоже очень много что показали, но тем не менее. Объем производства продукции сельского хозяйства в 2021 году по предварительным итогам составил 2 миллиарда 7,6 миллионов рублей, что составляет 106% от уровня к 2020 году. Объем розничного товарооборота и платных услуг в 2021 году составил 2 миллиарда 385 тысяч рублей и 238 тысяч 70 рублей, соответственно, что составляет 106 и 105% уровня прошлого года. Объем инвестиций за счет всех источников финансирования составили 927 миллионов 247 тысяч рублей, в том числе средства населения на индивидуальное жилое строительство 248 тысяч рублей. В 2021 году в районе организованные и установленные сроки прошли всероссийская перепись населения и микросельхозперепись. Также прошли выборы депутатов Народного собрания и Государственной Думы Российской Федерации. По результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2020 год район занял 2-е место среди горных районов Республики Дагестан, что можно было бы, конечно, и 1-е место, но 2-е место тоже, я думаю, что не совсем плохо. Это слаженная работа всего коллектива, не только главы района или администрации, это слаженная работа всех жителей района, всех глав сельских поселений, учителей, директоров, всего актива Хунзавского района. Поэтому за это тоже огромная благодарность всем, кто принимал участие в этом. В районе ведется целенаправленная работа с целью привлечения внутренних и внешних инвестиций в экономику района. Одной из основных задач, стоящих перед администрацией района в последний год, является наращивание участия в государственной программе Республики Дагестан Российской Федерации. В 2021 году район участвовал в 9 государственных проектах и программах. Общий объем финансирования в рамках государственной программы составит более 700 миллионов рублей. По республиканской инвестиционной программе завершено строительство канализации водопроводных сетей селения Араны. Идет строительство школы селения Араны на 308 мест и школа на 150 ученических мест в селении Обода. В рамках программы «Чистая вода», жилье и городская среда завершено строительство очистных сооружений селения Хунзах на сумму 25 миллионов рублей. Завершает строительство водоснабжения Хунзах протяженностью 18 километров.
Идет строительство водоснабжения в селении Батлаич протяженностью 18 километров. По программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Жилая городская среда» завершены работы по строительству парка ветеранов селения Харахи и парка Годиган селения Бруцра. По этой же программе в 2022 году планируется строительство парка селения Амуши с площадью 900 квадратных метров. По региональной программе 100 школ завершен ремонт школы номер 1 в селении Хунзах. По программе местной инициативы завершен ремонт детского садика в селении Малый Гацатель, ремонт здания сельского клуба в селении Кахикал, ремонт здания библиотеки в селении Тагада, благоустройство парковой зоны в селении Гацатель и ремонт подводящего канала Таран в селении Гиничут. В рамках реализации регионального проекта «Мой Дагестан, моя дорога» завершена асфальтированная автомобильная дорога протяженностью 2 километра от селения Гацалов на общую сумму 14,5 миллиона рублей. В отчетном году завершена реконструкция автодороги Аранье-Обода протяженностью 6 километров. В рамках программы устойчивого развития сельских территорий завершено строительство водопровода протяженностью 14,5 километров Амуши-Харахи со стоимостью 28,5 миллиона рублей. По программе комплексного развития сельских территорий завершено строительство парковой зоны селения Харикало. Кроме этого, за счет средств местного бюджета, эти все программы, которые идут за счет федеральных и республиканских средств, но в том числе обязательно в каждой программе, в каждом мероприятии идет софинансирование из районного бюджета. Все думают, наверное, что если республиканский бюджет или федеральный бюджет нет софинансирования, каждый проект, каждый объект идет с обязательным софинансированием районного бюджета. Обязательное условие, и чем больше участия финансового района, тем больше вероятности прохождения конкурса этим проектами. Кроме этого, за счет средств местного бюджета завершено асфальтирование автодорог в селении Гацатель 500 метров, Обуда протяженностью 450 метров, Хунза протяженностью 500 метров, асфальтировано более 1000 квадратных метров на территории пожарно-спасательной части. Территория автостанции в селении Арани, бетонирована автодорога в селении Цермес, протяженностью 500 метров, завершен ремонт автодороги в селении Очло, стоимостью 1 200 000 рублей. Завершен ремонт детского садика в селении Батлаич, строительство пристройки к детскому садику в селении Заиб, асфальтирована автодороги со строительством тротуара протяженностью 500 метров в селении Таносе и работы по обустройству подпорной семьи в селении Тлайлух и Тикита. Завершена пристройка к детскому садику в селении Харахи. В 2022-2023 году планируется строительство школ в селении Ахалчи на 150 ученических мест, Оркачи на 50 ученических мест, Амуши на 150 ученических мест, Бутра на 100 ученических мест, Батлаич на 150 ученических мест, Мочок на 50 ученических мест и здание детского садика в селении Хунзах на 200 мест. Капитальный ремонт школ в селении Очло и в селении Ках. Планируется строительство новых водоподводящих и внутрисельских водопроводных сетей и сетей водоотведения в селении Хунзах 112 километров, Батлаич 25 километров, Ахалчи 20,5 километров, Айцалух 18,2 километра, Узларозо Тагада Кахикал 17,5 километров. Кроме того, в рамках программ местной инициативы благоустройства сельской территории планируется строительство футбольных полей в селении Тагада, Амуши, парка афганцев в селении Хунзах, ремонт детских садиков в селении Куло, Мушули, Заиб и школы Заиб. В 2022 году на газификацию населенных пунктов в селении Гонок, Байт, Чундот будут направлены 11 миллионов 350 000 рублей. Также планируются работы по берегозащите русла реки, протекающей через село Гацатель, и берегозащиты в селении Хиндах. В рамках мероприятий, связанных с празднованием столетия Расула Гамзатова на 23 год, в районе предусмотрено строительство и капитальный ремонт ряда объектов. Вы все, наверное, видели, и по центральному телевидению показывали, и по республиканским, что на эти мероприятия заложены 8,5 миллиарда рублей. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в селении Хунзах, рядом с озером. Участковые больницы в селении Гацат, Харахи, ФАП в селении Заиб, Сиухт, Ануси, Бортколо и Бутра. Капитальный ремонт МБОК, культурно-досуговый центр имени Шамхалова в селении Хунзах и литературно-мемориального музея Гамзата Цадаси в селении Цада. Ремонтно-реставрационные работы мемориального комплекса «Белые журавли»
ремонт ГИБУ РД Хунзалская ЦРБ, реконструкция с укладкой асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги местного значения Арани-Хунзал-Заеб 3 км, от 3 до 6 км и ремонт автодороги Арани-Заеб-Хунзал от 6 до 17,5 км. Реконструкция участка Мочох-Матлас, капитальный ремонт автостанции селения Арани, асфальтирование улиц селения Хунзах, Цада и другие объекты. В связи со столетием Расула Гамзатова вообще планируются масштабные работы в Хунзалском районе, начиная от капитального ремонта дороги Гацатель-Цада, ремонт всех музеев, домов культуры и все, что связано с Расулом Гамзатовым. Единственная лишь задача жителей Хунзалского района не препятствовать этим мероприятиям, а всячески помочь, принимать активное участие, особенно всем депутатам, главам сельских поселений, жителям Хунзалского района. У нас, когда вопрос касается какого-то строительства или ремонта, начинается, что это вокруг меня не нужно делать, возле меня не нужно делать, возле всех. Сегодня мы знаем, какая обстановка в Хунзалском районе. В каком состоянии наши канализационные сети, водопроводные сети, которые никто не знает, когда их построили, где они идут. И люди травятся, в год уже по 2 раза начали травиться. Поэтому, чтобы это все исключить, принимаются все меры, все возможные меры, чтобы исключить эти все факты. И повезло нашему району, благодаря председателю правительства республики Вада Гаджиевича, мы в конце года получили почти 93 миллиона рублей на проектирование этих всех объектов. Уже проектирование идет по всем населенным пунктам. Уже начаты работы, где-то заканчиваются, где-то начаты работы. Я думаю, что к концу года эти все объекты жилищно-коммунального хозяйства мы начнем строительство. При активном участии жителей Хунзалского района хотелось бы, чтобы принимали участие в этих мероприятиях. Что касается образования, администрация района, и не только администрация, вся республика, руководство республики, руководство страны уделяет особое внимание образованию. В каком оно состоянии на сегодняшний день, мы все знаем, мы все видим, что, как у нас идет. Сегодня мы слушали отчет руководителя отдела образования. Средний возраст педагогов нашего района 47 лет. 47 лет. Нету молодых специалистов, нету молодых учителей, которые, и нет желающих, которые хотят идти, поступать, учиться в педагогические вузы. Все говорят, зарплаты маленькие, зарплаты не дают. Наверное, это не совсем правильно. Зарплаты маленькие у муниципальных служащих. У работников администрации маленькие зарплаты, 18 тысяч рублей получает главный специалист, который работает в администрации 20 лет. А педагогические работники, средняя заработная плата педагогических работников на сегодняшний день составляет в пределах 28,5. Педагогические работники школ, средняя зарплата 28 600. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений, воспитатели 25,7. Педагогические работники дополнительного образования 25,6 тысяч рублей. Средняя заработная плата. А средняя заработная плата работников администрации 18-20 тысяч рублей. Сравнивайте, кому легче работать и лучше. Администрации мэр Хунзалский район особое внимание уделяется реализации принципов социальной политики в области образования детей, обеспечению прав ребенка на полноценное физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и социальное развитие. Приоритетным направлением в сфере образования является обеспечение государственных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего, также дополнительного образования. В настоящее время в районе работает 42 дошкольных образовательных учреждений мощностью 1712 мест. Из них в зоне отгонного животноводства функционирует 4 учреждения дошкольного образования на 200 мест. Для сравнения, в прошлом году я тоже, по-моему, приводил пример. В Хунзалском районе 32 тысячи населения, в Ливачинском районе 85 тысяч населения. У них 27 садиков, у нас 42 садика. Сравнивайте, какая обстановка, у кого что обеспечено лучше.
В районе функционирует 47 общеобразовательных школ с численностью учащихся 3551 человек. Из них в зоне отгонного животноводства функционирует 8 школ на 613 учащихся. 99,7% учащихся района занимаются первую смену. 19 выпускников 11 классов награждены медалью за особые успехи в учении. Айзмесиду Долгатова, ученица 11 класса Гацатлинской СОЖ, стала победительницей всероссийского конкурса «Большая перемена». Наблюдается положительная динамика по сдаче ГИА и ЕГЭ выпускниками. В системе образования района функционирует 5 учреждений дополнительного образования. Ими охвачены более 78% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Учреждениям образования необходимо работать над повышением качества образования, эффективности образовательного процесса, повышением квалификации педагогических работников, добиться, чтобы все образовательные учреждения соответствовали современным требованиям обучения. Основной проблемой в сфере образования остается дефицит свободных мест в некоторых дошкольных учреждениях. Необходимо создать дополнительные места путем построек новых детских садов в селениях Хунзах, Орота, Муши и Накель. В рамках реализации национального проекта образования район участвует в 2 региональных проектах. По проекту «Современная школа» в этом году открылось 4 центра точки роста. Следующее образовательное учреждение – Харахинская СОЖ, Мочевская СОЖ, Хунзахская СОЖ номер 2 и Тагадинская СОЖ. В октябре образовательные учреждения района получили 2 новых транспорта, которые выделены в Хунзахской СОЖ номер 1 и Новобурцинской СОЖ. По проекту «Успех каждого ребенка» планируется создать новые места дополнительного образования следующих образовательных учреждениях: Анусинская СОЖ, Батлайчинская СОЖ, Хунзахская СОЖ номер 2, Гацатлинская СОЖ и детский сад «Ромашка». В настоящее время общая численность детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, составляет 56 несовершеннолетних, которые воспитываются в семьях граждан под опекой и приемных семьях. В 2021 году приобретены жилые помещения для 9 детей-сирот. На учете для получения жилья состоят еще 72 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Эти все меры, которые принимаются администрацией района и руководством республики, руководством страны, я думаю, что недостаточно для улучшения образовательного процесса нашего района. Если не будет качественных, подготовленных педагогов, учителей, если не будут со стороны родителей уделяться внимание детям, смысла от того, что мы будем строить школы и сады, абсолютно никакого нету. Наши дети, если раньше их можно было чему-то учить, теперь вот основная задача, я думаю, что научить детей учиться. 60 лет и 70 лет педагоги 20-летних детей, как мы можем учить этих детей, 18-летних? Вы дайте телефон или планшет вашим детям или внукам и посмотрите, что вы знаете, а что они могут делать с этими гаджетами. Мы даже близко не можем подходить к этим детям по знаниям, по познаниям, по этим всем вопросам. Я думаю, что основная задача и все внимание этому уделяется, вплоть до того, что мы приглашаем для обмена опытом и других директоров, и в ближайшее время к нам приедут несколько директоров с республиканских школ. Будем проводить тестирование учителей. Тестирование учителей и директоров мы проводили в 2018 году. Кто-то сделал выводы, кто-то не сделал выводы. Теперь есть программа электронная в ДИРО, в котором проходят все руководители образовательных учреждений, все педагоги, все будут проходить. Я думаю, что после этого я думаю, что выводы будем делать после проведения этих тестирований. Сейчас об этом говорить смысла нету. Без учета денежных средств, которые мы выделяем ежегодно на ремонт, на содержание школ, в 2021 году на капитальный ремонт кабинетов 4 школ потрачено более 1 миллиона рублей, на приобретение оборудования и мебели на точке роста 2 миллиона 700 тысяч рублей, на установку пожарной сигнализации и вывода тревожного сигнала пожарный участок в количестве 10 школ 1 100 000 рублей, установку видеонаблюдения по учреждениям доп. Образования 500 000 рублей, приобретение комплекта зимних резин 400 000 рублей, приобретение комплекта детских столов и стульев дошкольным образовательным учреждениям 2 миллиона 200 000 рублей, приобретение основных средств и материалов для нужд общеобразовательной школы и дошкольных образовательных учреждений
3 миллиона 500 тысяч рублей. Это все деньги, которые потрачены из бюджета администрации, из нашего бюджета. А то, что мы будем строить детские садики, школы, если у нас нет детей, а для чего мы это все строим? Для кого мы это все строим? В этом году мы провели перепись населения в Хунзалском районе. Население мы с трудом добрали, по-моему, 31,5 тысяч человек. Почти на 1000 человек меньше, чем было 5 лет назад. Газификация идет в районе полным ходом. Все населенные пункты газифицируются, водопроводные сети проводятся, школы строятся, садики строятся, дороги асфальтируются. Все условия создаются для жителей, а жителей все становится меньше и меньше в Хунзалском районе. Не знаю, когда говорят, нужно создавать рабочие места, а кому они нужны, эти рабочие места? Я так думаю, что нам, нашим жителям, эти рабочие места не нужны. Жителям Хунзалского района, по крайней мере, я не вижу, что они нужны. С прошлого года, с мая месяца, строится у нас школа в селении Арани. И с июля месяца, по-моему, начало строительства школы в селении Обуда. Арани не работает ни один житель Хунзалского района. На строительстве этой школы не работает ни один житель Хунзалского района. Обуда, который строится, школа, которая тоже должна быть сдана в следующем году, работает, по-моему, 9 жителей селения Обуда. 9 или 10 человек максимум. Когда строительство на обоих объектах идут круглосуточно. И заработная плата, я думаю, что если человек работает, не менее 30-40 тысяч рублей. Тем, кто хотят работать. Нет, у нас наши жители не хотят этого. Нашим жителям это не нужно. Наши жители хотят получить деньги, ничего не делая. Все вопросы, когда спрашивают, а для чего мы строим дороги в Хунзах? Вот приехали в этом году около 200 тысяч туристов в район. Если здесь есть финансисты, посчитайте, обед этих туристов стоит 500 рублей. Еще какие-то побрякушки, там коньки на Мочевском озере, там еще что-то, 1000 рублей. Сколько денег поступает в район? 200 миллионов. Элементарный вопрос. А что, это разве плохо для жителей района? Это разве плохо вот 15-20 гостевых домов, которые держат у нас в районе, которые получают в день по 10-15 тысяч рублей? Разве это плохо? Но когда говорят этим людям, что нужно соблюдать какие-то условия элементарные, что нужно платить налоги в бюджет, что нужно регистрироваться в налоговой инспекции, нет, это никому не нужно. Вот это никому не нужно. Платить налоги не нужно. Никто не хочет платить налоги. За воду никто не хочет платить. За мусор никто не хочет платить. За электроэнергию никто не хочет платить. За газ никто не хочет платить. Вот создавайте для района, а мы ни за что не будем платить. Сейчас подниму вопрос о транспортный налог. 70 миллионов рублей долг транспортного налога за районом. Все же жалуются, что дороги не сыпятся, дороги не чистятся, дороги не асфальтируются. Все же жалуетесь. Все жалуетесь, что мусор не вывозится. А сколько человек платит за мусор? Все жалуетесь, что воды нету. А сколько человек платит за воду? А что вы думаете, эти канализации, водопроводные сети, они всю жизнь будут в таком состоянии, что ли? Один раз провели, они до конца жизни нашей будут? Нет, конечно, они изнашиваются, их ремонтировать надо, их содержать надо. И для этого мы уже создаем предприятие с этого года. На базе МАУ-САХ уже получили лицензию на вывоз мусора, заключаем договора с региональным оператором. Когда заключим договора, будем работать как положено. Будем утилизировать мусор, будем вывозить, будем сортировать мусор. Опять-таки начнутся проблемы с выплатами за это все. Сбор налогов, вообще, чтобы все жители знали,
каждая копейка, которая собирается с вас, земельный и имущественный налог, они остаются у вас в населенном пункте. Те люди, которые не платят этот налог, они автоматически отказываются от выполнения тех или иных работ в своих населенных пунктах. В Хунзакском районе сбор имущественного налога 21%, то есть в Хунзакском сельпоселении 21%. Земельный налог 35%. А где взять эти деньги? Как вы хотите, чтобы выполнялась работа? Как вы хотите, чтобы мы платили заработную плату? Вот кто-нибудь есть в районе, который недополучил заработную плату до 31 декабря? Работники образования, культуры, спорта, разницы нет. Вот все структуры, которые выплачиваются с администрации. Есть хоть один человек, который не получил. Есть садиков, которые не получили премии. Все получили премии. Школа получили дополнительные деньги. Все же хотят деньги получать. А выплачивать налоги никто не хочет. Это наши обязательства. Это наши обязательства, которые прописаны нам. И без этого, без уплаты налогов существовать ни район не может, ни населенный пункт не может, ни государство не может. Эти задачи, когда мы хотим требовать что-то от государства, сперва должны подумать, а что мы сделали для этого? А для чего мы это все делаем? Поэтому я думаю, что начиная с этого года и на этих объектах Хунзакского района будут работать жители нашего района. Не будут выезжать. Зачем выезжать в Москву, Питер, куда-то, чтобы получить? Вообще удивительно, выехали на север, где 45-50 градусов мороза, получают 80 тысяч рублей в месяц, 60 тысяч рублей оставляют там и половину здоровья оставляют там. Когда можно 30-40 тысяч рублей получить, сидя дома, находясь рядом со своей семьей. Вот такой логики непонятно придерживаются наши жители нашего района. Но от того, что они не участвуют в стройке, не стоят, просто жалко тех денег, которые уходят мимо наших жителей, мимо жителей нашего района. Физическая культура и спорт. В районе функционирует 52 спортивных сооружения. Из них 23 спортивных залов общей мощностью 11 300 квадратных метров. 10 футбольных полей с искусственным газонным покрытием. Главной задачей в сфере физической культуры и спорта является охват большего количества населения для занятий спортом, ведение здорового образа жизни, отрыв детей от улицы, курения, наркомании, воспитание спортсменов для достижения высоких спортивных результатов. На Олимпийских играх в Токио, мы в фильме тоже это увидели, принимали участие выходцы нашего района Азилат Муртазаева, Саадат Далгатова и Руслан Газиев. Они являются примером для подражания нашего подрастающего поколения. Для этого, чтобы выходили вот такие спортсмены, мы их готовим на начальной стадии на наших спортивных площадках. На Северо-Кавказском турнире по вольной борьбе среди юношей 7-8 годов рождения 3 спортсменов принесли району призовые места. Исламудин Нурмагомедов 2 место, Магомед Абусаламов 3 место и Магомед Дадаев 3 место. По вольной борьбе среди юниоров наш земляк Ада Алибек Алибеков, выступающий за сборную Бахрейна, стал бронзовым призером чемпионата мира среди молодежи. Чемпионом Европы по смешанным единоборствам стал выходец из Хунзака Рамазан Гитинов. 2 место на чемпионате Европы по смешанным единоборствам занял Шамиль Алиханов. Здесь очень много можно примеров приводить, сейчас смысла нет это все читать. Но хотелось бы обратить внимание родителей, опять-таки. Ни один район не может похвастаться теми расходами, которые производит Хунзакский район, проводит на спорт. Для чего это все делается? Из 1500 детей, которые занимаются спортом в районе, 10 родителей не знают, чем занимаются их дети. 10 человек не приходят на тренировки. Когда тренеры уговаривают родителей прийти, посмотреть, чем занимается их сын, этому отцу это не нужно. Я же говорю, у меня такое ощущение, рожают детей непонятно для чего. Лишь бы они не сидели дома, лишь бы они занимались где-то, чтобы родители не занимались воспитанием этих детей. Когда в Москве поднимаются вопросы хулиганства наших детей,
или какое-то поведение, не подобающего горцам или мужчинам, тогда за голову хватаются родители перед телевизорами, когда извиняются. Вы поставьте себя вместе этих людей, вот этих родителей, которые извинялись перед всей Россией из-за безответственного, или как назвать этого человека, непонятно, как его можно назвать человеком. Да, вот этих родителей, которые ставят такую ситуацию. Поставьте себя вместо этих родителей. Почему вы думаете, что ваши дети лучше, чем он? Почему вы думаете, что ваши дети не курят, что не принимают наркотики, что не принимают таблетки? Почему вы все так уверены в этом? Я не уверен, например. Я знаю, что в наших школах это все есть. И в наших школах это есть. В каждой школе есть. А когда родителям делают замечания, это им не нравится. Каждому родителю лучше нету своих детей. И когда из армии приходят письма позорные, письма позора, которые пришло по жителю Хунзасского района, который проживает в Кизилюртовском районе. Это что ли показатель? Когда 10 лет назад не брали в армию дагестанцы, все жаловались, вот, деньги даем, не берут в армию, а теперь берут в армию. Из 2000 молодых ребят призывного возраста 60 человек набирать не могут. 50% больные дети, молодежь больная, которые не хотят пойти в армию, которые боятся пойти в армию. А устраиваться на работу все хотят. 15 тысяч рублей получить, в администрацию прийти, штаны протирать все хотят. А 35-40 тысяч рублей дают в армии контрактникам. Берут сколько хочешь. Нет, не хотят. Рядом с мамой, рядом с папой должен быть. Этот подход к воспитанию наших детей, пока мы не поменяем. Все говорят, в коммунистические времена было другое воспитание. Да не было никакого другого воспитания. Просто родители относились по-другому. Есть некоторые родители и сегодня, которые говорят, которые радуются, когда воспитывают их детей. Но 70-80% родителей готовы подраться с учителем за замечания, которые делают их детям. Мы приняли решение в прошлом году, чтобы в школах не применялись телефоны. Чтобы все телефоны, ни один человек на урок не пошел с телефонами. Практически ни в одной школе это не соблюдается. Единственное, сейчас вот приняли решение на родительском комитете Хунзасской школы номер 1, более-менее привели в порядок. В остальных школах это лишь бы там один день собрали, другой день не собрали. Это что означает? Это означает то, что ни директорам, ни учителям, ни родителям не нужно, чем занимаются их дети в школах. Никому это не нужно. Абсолютно. Такое ощущение, что образование и воспитание этих детей нужно только администрации района. Да, это нам нужно. Мы стараемся, чтобы это все делать. Но без помощи родителей ни один педагог, ни один учитель этого всего не сделает. Без помощи родителей. Но и учителя тоже должны знать. Ответственность с них тоже никто не снимает. С 8 часов утра и до тех пор, пока ребенок в школе, за него ответственность несут учителя и директора школ, классные руководители. С них же ответственность никто не снимает. Эти вопросы мы и в прошлом году проводили отцовский совет вот здесь внутри, и в этом году проводили это же собрание. И предлагалось это все проводить в каждом населенном пункте, чтобы на родительское собрание в школу приходили не матери, а отцы. Если вам нужны ваши дети, если вам они нужны, нормальные, здоровые дети, отцы должны ходить в школу, смотреть, чем они занимаются. В каждой школе, в каждом классе не более 15 детей. Где 3 детей, где 5 детей, где 10 детей. Если один родитель пойдет в школу на один день, и можно в течение месяца, не повторяя, сходить по одному, по 2 раза и знать, чем занимаются ваши дети, какое образование дают ваши учителя, с чем, с какими знаниями они приходят в школу. Элементарно, хотя бы, если ничего больше не получите, элементарную дисциплину мы получим. Да, не бывает таких детей, которые не хулиганят. Все должны хулиганить. Мальчики на то они мальчики, чтобы хулиганить, но есть предел.
хулиганство и наркомания – это разные вещи. Когда в 11-12 часов в населенном пункте дети ходят по селам, пьют напитки непонятные, ставят под язык непонятно что и глотают непонятно какие таблетки. Все с попустительства родителей. С элементарного попустительства родителей. Если отец не беспокоится, где его ребенок находится в 8, 9, 10 часов вечера или ночью, если он об этом не думает, а для чего они тогда родителям нужны? Это что касается, как бы мы не построили школ, как бы мы не построили садиков, как бы мы не организовали качественных учителей, ничего не получится, пока родители не примут активное участие в воспитании и образовательном процессе своих детей. Сельское хозяйство. Мы все-таки район сельскохозяйственный. Без сельского хозяйства нам некуда идти. Мы это все увидели и в 2020 году, когда мы закрыли район, когда была паника, когда люди думали, что они с голоду умрут. Вот благодаря тому, что у нас есть сельское хозяйство, благодаря тому, что у нас есть некоторые хозяйства, благодаря тому, что у нас есть люди, которые рядом с нами, ни один человек, по крайней мере, ни одного человека мы не оставили без помощи. Людей, которые нуждались в этом. Всем нуждающимся помогли. И благодаря Инсану, и благодаря спонсорам нашим, меценатам, которые нам давали, в том числе руководители сельскохозяйственных предприятий, руководители тех хозяйств, которые ваших хозяйств, руководителей хозяйств нашего района. В сельском хозяйстве главной отраслью народного хозяйства района заняты 80 сельхозпредприятий, 33 КФХ и 7659 личных подсобных хозяйств, которые в основном специализируются на производстве зерна, овощей, мяса, молока и шерсти. По предварительной оценке объем валовой продукции сельского хозяйства 2021 год составляет 2 миллиарда 76 миллионов рублей, что составляет 106% от уровня 2020 года. Во всех категориях хозяйств численность поголовья киреев составляет 24 100 голов, в том числе коров 13 900, овец и коз более 200 тысяч. За отчетный период произведено 3164 тонн мяса, 25 300 тонн молока и 6160 тонн зерновых. В хозяйствах района проделана определенная работа по подготовке к проведению зимовки скота. Так, в общественном секторе района заготовлено 45 тысяч тонн грубых кормов, в том числе 44 тонны сена, солома, 1000 тонн, и засыпано зернофуража собственного производства 1500 тонн. Отделом сельского хозяйства администрации Мирхунзавский район проведен мониторинг земель отгонного животноводства на предмет эффективного использования земель, и по каждому хозяйству была дана оценка по использованию земель отгонного животноводства, особенно пашни. За сельхозпредприятиями района числится 8670 гектаров пашни, из них используется в 2021 году 43% всего. Пожалуйста, делайте выводы, главы сельских поселений. Эти ваши хозяйства, 43%, если земли только используется, 57% дохода, который мы не получаем, недополучаем наши жители. Низкий уровень использования пашни наблюдают в следующих хозяйствах: СПК Мыштинский, Амушинский, Кахский, Ягутинский, Тельмана, Новая жизнь, Мочевский, Баятлинский, Геничутлинский. Кахский, Мочевский, я понимаю, это новые руководители, которые назначены буквально год-полтора назад, и Геничутлинский 2 года назад. От остальных непонятно почему не хотят работать. Обеспеченность техникой хозяйства района составляет только 30%. За последние 5 лет приобретено только 5 комбайнов, 2 МТЗ-80 и 2 пресс-подборщика. Необходимо отметить, что в 2 наших хозяйствах СПК «Знатные люди» и СПК «Стела» приняли участие на Всероссийской выставке племенных овец и коз в городе Минводы и заняли первые места. В рамках госпрограммы развития сельского АПК хозяйства района получили поддержку в виде субсидий 67 миллионов рублей. Сельское хозяйство – это не только прикутанное хозяйство, это не только земли отгонного животноводства.
это те земли, которые находятся в сельских поселениях, собственности сельских поселений. Ни один глава из 24 сельских поселений, ни один глава не сдает земли в аренду, сельскохозяйственные земли. Ни один глава не дает возможности работать нашим предпринимателям, нашим сельхозтоваропроизводителям. Желающих получить эти земли очень много. Главы, видимо, для того, чтобы кто-то не жил лучше него, поэтому не дают эти земли людям, которые хотят ее получить. И буквально, я думаю, что до середины этого года будет принят закон о землях отгонного животноводства. С учетом этого всего мы примем меры и дополнительной реорганизации этих хозяйств. Хозяйства, которые не работают, они не должны существовать. СПК, которые не используют землю 30% или 40%, они не должны существовать. Желающих очень много работать на этих землях. И также будут сельские земли розданы в аренду желающим получить их. У нас 2 года предстоящих, год Фазу Алиевой и год Расула Гамзатова. Все знают, что подготовка к этим мероприятиям не только строительство, но и в культуре должны быть мероприятия, должны проводиться и в молодежно-культурной политике, культуре и молодежной политике. Работа в сфере культуры, молодежной политики и туризма осуществляется в тесном взаимодействии со всеми структурными подразделениями и службами района. В первую очередь органами образования, спорта, внутренних дел, молодежными общественными организациями, местным телевидением и редакцией газеты «Сельский труженик». В 2021 году одним из первых пунктов в плане молодежной политики и культуры было проведение мероприятий, посвященного столетию образования ДАССР. Кстати, поздравляю всех сегодня, день рождения Дагестанской АССР. 101-я годовщина сегодня. Проведена научно-практическая конференция, посвященная столетию образования ДАССР, где историки подробно ознакомили присутствующих с событием тех лет. Был объявлен конкурс на лучшие фото в национальных костюмах, посвященных столетию образования Дагестанской АССР. Был организован флешмоб, приуроченный к столетию образования ДАССР, который был поддержан по всей республике и еще продолжается. В январе была организована экскурсия на Мочевское озеро для молодежи муниципалитета, студентов ДГМО и врачей, находящихся в красной зоне. Это мероприятие мы постараемся проводить каждый год. Получится у нас это зимой, получится у нас это летом. Мы всегда должны быть благодарны и не должны забывать то, что для нас сделали эти врачи. Когда каждый из нас боялся выходить из дома, а наши врачи, молодые девчонки, молодые врачи, я почему говорю девчонки, потому что мужчин там практически не было в нашей больнице, по 3 суток, не выходя из красной зоны, они работали. И благодаря им, благодаря грамотному лечению, благодаря тем мероприятиям, которые они сделали, ни одного смертельного исхода у нас не было с 23 апреля по 10 мая. Чтобы все знали, когда по всей республике этих случаев было десятками в каждом населенном пункте. Поэтому мы решили ежегодно пригласить, если получится летом, если получится зимой, врачей, студентов медуниверситета, которые принимали участие в красной зоне, и выпускных курсов студентов по возможности на отдых хотя бы на 1 день. Это элементарно то, что мы можем благодарить этих людей. Я думаю, что немало наших жителей лечились и в республиканских учреждениях здравоохранения. Я думаю, что желающих поблагодарить этих врачей среди нас тоже будет немало. В марте была организована выставка молодых художников, выходцев Хунзасского района, приуроченная к Международному женскому дню 8 марта и столетию образования ДАССР. С приглашением председателя Совета женщин горной зоны Республики Дагестан состоялось праздничное мероприятие, посвященное 8 марта и столетию образования ДАССР. В марте на территории муниципалитета прошла военно-спортивная игра «Зорница», приуроченная 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В Дагестане готовят планы мероприятий к празднованию юбилея великих поэтов 90-летия Фазу Алиева 22 год и 100-летия Расула Гамзатова 23 год.
В зале Аварского театра имени Гамзата Цадаси прошло празднование юбилея народного поэта Дагестана Залму Батировой. В районе реализовали программу «Открывая двери, открываем сердца», которая представляла собой организацию выездных краткосрочных развивающих поездок для людей старшего поколения, позволяющих путешествовать в компании сверстников. Проект осуществлен при поддержке Агентства стратегических инициатив и Министерства туризма и народных правительств Республики Дагестан. 6 гостей из Москвы были размещены в гостеприимных семьях наших земляков в течение 4 дней, узнавали местный колорит. Учитывая тот факт, что культурно-досуговая деятельность представляет достаточно сложную систему, которая должна иметь конкретные цели, содержание и средства достижения поставленных целей, идет разработка концепции муниципальной программы развития сферы культуры и мир на 2021-2025 годы. Муниципальная программа включит в себя новые технологии по созданию единой экосистемы культуры. Ситуация с COVID-19 открыла россиянам совершенно новый Дагестан, а в особенности Хунзасский район. Наш район уникален для отдыхающих. На территории района расположено множество шедевров природных памятников. Год начался с потока туристов на новогодние каникулы. Только за праздничные дни января Хунзасский район посетили более 3000 туристов. А год 21, как я уже говорил, более 190 тысяч. Наиболее посещаемые места туристами стали Мучевское озеро, Матлас, Акаро, водопад наш знаменитый. Для дальнейшего сотрудничества и увеличения туристического потока особое внимание необходимо уделять встрече проводам гостей нашего района. В целях безопасности отдыхающих установлены предупреждающие знаки «Осторожно, обрыв» в местности Цолотлинский каньон и Матлас. Это не потому, что предупреждающие знаки нам лишь нужно устанавливать, а потому что за безопасность этих людей тоже мы отвечаем. И очень неприятно бывает, когда жители нашего района, когда приезжают к нам с деньгами, люди обращаются к ним как с варварами, как с людьми второго сорта, как непонятно для чего. Эти люди приходят сюда, чтобы кормить нас, чтобы помочь нам выживать в этой ситуации. На деньги они приходят сюда, а мы еще пытаемся относиться к ним не по-человечески, так если можно выразиться. Туризм, я думаю, что в ближайшее время, еще лет 5, будет для нас большим источником, даже можно сказать, основным источником доходов для некоторых граждан нашего района. Даже, может быть, и для большинства. Если туризм развивается и сельское хозяйство, развивается и промышленность, развивается и строительство, и все тянет за собой один туризм. Каждый турист, который приезжает, кормит 5-10 человек в районе. Задействован бывает, привлечен бывает к этим 5-10 человек. Кто-то выращивает продукцию, кто-то реализует ее, кто-то готовит, кто-то дома строит, кто-то их принимает. Поэтому эту отрасль, я думаю, что мы будем развивать. Мы, начиная с каньона, начиная с крепости, будем готовить это все. До 2023 года будет проведена реконструкция. Надеюсь, закончится к 2023-2024 году нашей крепости. Финансы мы здесь практически все рассказали уже. Я думаю, что основная задача привлечения инвестиций, с которой мы благополучно справились в 2021 году, выплата заработной платы, с которой мы тоже за последние 3 года не оставляем ни одного человека, который не получает заработную плату. Единственная лишь проблема, связанная с финансами, это сбор налогов. Сбор налогов всех уровней. Еще раз хочу до всех довести. Транспортный налог, который мы платим ежегодно с каждого транспорта, у кого он есть, он возвращается к нам обратно. Этот транспортный налог к нам возвращается обратно. В этом году мы именно за эти деньги, которые вернулись из бюджета, отремонтировали автодорогу до Гацалуха, 2 километра. В следующем году собираемся Баятлинскую дорогу. Мы еще не знаем, сколько мы денег получим. Ежегодно по одной дороге за эти деньги мы будем асфальтировать
Ранее мы асфальтировали дорогу Харахи-Рута за эти деньги. В следующем году, то есть в 2022-2023 году, нам нужно асфальтировать более 150 километров автомобильных дорог. Это внутрисельских дорог. Там, где мы будем проводить канализацию, там, где мы будем проводить водопроводные сети, все эти дороги должны быть заасфальтированы до юбилея. Все эти мероприятия должны быть завершены до юбилея. Поэтому, когда к нам руководство республики повернулось лицом, нам тоже нужно отвечать тем же. Элементарная выплата налогов, обычно небольшие суммы. 100, 200, 300, 500 рублей с хозяйства идет на это все. Самые большие налоги, большая сумма, вернее, по Хунзах, остальные все населенные пункты, это 50, 70, 100, 200, 300 тысяч рублей в год. За весь год, которые платят все эти деньги. И здесь еще в конце тоже я скажу вопрос по собственности жилья. Мы видели в прошлом году чрезвычайная ситуация, которая у нас была на Тагадинском участке. Пострадало очень много людей, очень много домовладений. И все теперь пишут, все жалуются, почему нам деньги не дают, почему мы не получаем эти денежные средства. Элементарный вопрос. Первый вопрос, который должен знать каждый человек. Должен быть собственник этого дома. Собственность определяется свидетельством о государственной регистрации права собственности. Это так называемая зеленка, которую почему-то никто не хочет делать. А когда, не дай бог, случается пожар, когда оползни случается, когда еще что-то бывает, все бегут, просят там деньги дайте, помогите, там это все. Не можем мы этого делать. У нас есть положение, согласно которому люди должны быть собственниками этих домов. Да, хоть мало, хоть много, мы можем помочь людям, у которых есть право собственности на жилье. Поручение, которое было глава. Каждый глава живет в населенном пункте. Мы хотим газифицировать наш район. Все же хотят, чтобы газ провели в ваши дома. Все хотят. Есть указ главы государства, чтобы довести газ до границы каждого жителя бесплатно. А до сегодняшнего дня платили там 5 тысяч, 10 тысяч, 15 тысяч, кто сколько там, кому сколько выходил. Все же хотят бесплатно, чтобы до вас газ дошел. Или никто не хочет. У меня такое ощущение, что жители Хунзарского района против этого указа. Потому что никто не хочет. Нету ни одной заявки. Ни одной заявки нету. Тагада, Узларозок, Афикал, Гацатель, Малый, Большой, Сивух, Ахалчи, Шотута, Ацалух, Чондот, Байт, где газ будет в 2022 году. А вы же потом будете бегать, просить, чтобы вам это все делали. Вы же потом будете бегать, когда все ничего не получится. А теперь мы должны вас просить, чтобы вы дали документы на газификацию ваших домов. Нет. Вот главы сельских поселений этого не делают. До вас этого всего не доводят. К этому вопросу мы потом вернемся. Здесь вопросы я видел, связанные с главами сельпоселений. За 2021 год поступило налоговых и неналоговых платежей 248 миллионов 133 тысячи рублей. При плане 246 тысяч 277 рублей. На 116,7% выполнен план работы. Это с учетом того, что земельный налог и имущественный налог не выполнены всеми. Я сейчас не называю, я понял, что смысл от того, что я здесь буду называть главу, они вот это все воспринимают как кино, которое показывают здесь. Каждого главу буду приглашать, поставлю анализ, сколько денег он потратил, куда он потратил, сколько он налоги собрал, для чего он это все сделал, и как это все сделал, и самое главное, какое отношение жителей села к этому главе. НДФЛ 179 миллионов рублей, упрощенная система налогообложения 7 миллионов 257 тысяч рублей, еще один налог, который мы не дособрали. Это благодаря тем предпринимателям, которые работают у нас в районе. Из 250 человек, которые зарегистрированы в налоговой инспекции, только 80 человек.
И все хотят, чтобы у них был свет, все хотят, чтобы у них был газ, чтобы были хорошие дороги, а вот платить налог по упрощенной системе налогообложения, который сам выбрал, для которого бухгалтер не нужен, элементарно, который просто от полученных доходов оплачивается этот налог, нет, не хотят. Наши жители не хотят. Поэтому сбор получает 70%. Сельхозналог 2 миллиона 552 тысячи рублей, 315%. Общий земельный налог по району 81%. И налог на имущество 27,8%. Те налоги, которые должны платить наши жители нашего района. То, что не зависит от администрации района. Это часть того, что я хотел до вас довести. Отчет был очень большой. С учетом того, что сегодня у нас ВКС с главой республики, что надо присутствовать обязательно. И желанием отвечать на ваши вопросы не всегда же нужно говорить. Это мероприятие мы проводим отчет, чтобы услышать друг друга. Не только для того, чтобы я говорил или там кто-то с администрации говорил, а для того, чтобы от вас услышать, какие проблемы у нас есть в районе, что у нас хватает, что у нас не хватает, где у нас какие проблемы есть. Да, проблем у нас много, желание работать, делать работу. Желание у нас есть очень большое. Желание есть, стремление есть, начало есть, но одна администрация ничего не может делать в этом районе. Для этого есть актив района, для этого есть депутаты, для этого есть жители района. И я побоюсь назвать хоть один населенный пункт в районе, в котором мы не сделали работу. И в этом году, и в прошлом году. Да, есть некоторые вопросы. Мы не можем асфальтировать дорогу там, где нужно копать канализацию. Этого мы не можем делать. Или если мы будем строить школу, где будут ездить большегрузные машины, там построить, то есть асфальтировать дорогу, смысла нету никакого. А мужчин, например, мы хотим построить дом культуры в 2023 году и в школу построить. А смысл асфальтированной дороги в чем там на сегодняшний день? Если будут ездить большегрузные машины, и это все. Это все нужно решать комплексно. Эти все проблемы нужно решать комплексно. Практически несколько участков мы завершили все эти работы. Есть у нас планы, есть в Харахинском участке осталось Амуши, Мушулит, Лайловские участки у нас остались. В Колухиндах хотим мы этот садик построить, который в первую очередь, который необходимо. На Кикме хотим построить садик, но когда нам задают вопрос, сколько там детей, чтобы построить садик, 45-50 детей в очереди стоят в Бутра, в арендованном помещении, не приспособленном, и 20 детей на Кикме. Где приоритет нужно сделать? У нас тоже такие вопросы задают. Нам задают вопрос, а сколько человек будет пользоваться этим объектом, который мы построим? Если водопровод строим, а сколько человек будет пользоваться? А школу построим, а сколько человек будет ходить в эту школу? Вот построили школу, что туда. Необдуманно. Абсолютно ненужную школу. 30 детей туда ходят. 30 детей, школа пустует просто так. А эту школу можно было бы построить в другом населенном пункте, где остро не хватает помещений. Поэтому вопрос, когда мы говорим, что нужно сделать в этом населенном пункте, а не в том, мы не исходим из каких-то личных интересов. Мы исходим из интересов этих населенных пунктов. В Уркачи, например, когда построили школу, кто-нибудь из вас был в этой школе? Нет, конечно. Там просто страшно туда заходить. В Учохе такая же ситуация в школе. Амуши школа, которая была 67 года строительства. Ахалчи школа, которая была в 26 году. Просто для интереса вот, директоров на самом деле надо повести в эту Ахалчинскую школу. Классы, которым, я даже не знаю, каких классами назвать, в котором дети учатся. Дополнительный корпус построили, когда ветер дует, весь ветер внутри бывает.
в 80-м году, которые поставили дополнительный корпус. А мы говорим в каждой школе, в каждом населенном пункте, что школу надо построить. Да, есть у нас программа, есть вещи, которые мы можем обойтись капитальным ремонтом. Есть школы, которые мы не можем обойтись капитальным ремонтом. Эти все вопросы, есть план. Если кто-то хочет, если у кого-то есть интерес, может, пожалуйста, приходите, ознакомим, никаких проблем нету. С планом здесь сегодня ее ознакомливать смысла нет. И в этом году особое внимание будем уделять садикам. Будем ремонтировать садики. Уже хватит школы, мы практически все отремонтировали. То, что не отремонтировали, будем строить. Будем ремонтировать садики. Что касается до газификации, главам сельпоселения, здесь все главы сельпоселения, все предупреждают. Этот вопрос на контроле. Если у вас нет людей, которые хотят провести газ бесплатно, дайте ответ, что в вашем населенном пункте таких людей нету. Чтобы мы потом знали, что отвечать этим людям через год, когда они придут, просить, почему нам не делают. Или когда начнут писать Путину, мы скажем, что вот глава села, который написал, что вам газ не нужен. Почему дорожникам не повышают зарплату так, как они и в холод, когда на улице холодно, ведь они должны пройти очень много времени на дороге и проходят много километров. Нельзя дать дорожникам машину для перевозки мусора, который они собирают. Этот вопрос надо в первую очередь жителям района, которые выбрасывают мусор на дороге. Если выбрасывать мы не будем, дорожникам собирать его не придется. Несколько лет администрация собирала этот мусор за ДЭП. Это автомобильная дорога республиканского значения, которая нам не принадлежит, и мы не имеем права там собирать мусор. В этом году мы это все передали дорожникам, а дорожная ДЭП 146, по-моему, да, называется. Это частная организация. Повысить там зарплату, дать им премию, не давать им премию, оно не входит в компетенцию администрации. Это частная контора, частная организация. Зарплату давать мы им не имеем права. Не можем мы им давать. А обратиться к руководителю дорожного участка, дорожно-эксплуатационного предприятия, пожалуйста, я обращусь. Скажу, что вы дали нормальную зарплату. Добрый день, Гацадрил Хунзах, посмотрите, на дорогах гололед, неужели нельзя сыпать песок? Конечно, можно. И нужно этого всего делать. И засыпать. Я так думаю, что уже засыпали. Просто вот срочно и сейчас. Вот сейчас и срочно. А сколько километров автомобильных дорог у нас, которые нужно сыпать? От Красного моста и до Харахи. Нужно чистить эти дороги от дорожному участку. Одна машина, пескоразбрасыватель, идет, берет 5 тонн и максимум на 5 километров, на 10 километров может посыпать. Ему надо до Красного моста ехать в Хунзах и до Красного моста 5 раз, чтобы посыпать эти дороги. А не посыпанным, я не думаю, что хоть один день оставляет этот наш дорожный участок. И песок у них есть, и соль у них есть, и транспорт у них есть. Да, живые люди работают не очень хорошо в наш дорожный участок. Я бы не сказал, что они хорошо работают. Я бы не сказал, что я удовлетворен их не работой. Но мы принимаем меры, чтобы лучше они работали. Лучше они работали. Если мы с заработной платой ничего не можем делать, а хотя бы с этим вопросом мы можем на них повлиять. Я думаю, что Гацадрил Хунзах, наверное, так болезнь не нужно принимать. Есть и другая сторона. Харахи Хунзах тоже есть. Поэтому нужно делать всем вместе эту работу. А Айбута почему не асфальтируют дороги? Они просто в ужасном состоянии. Село Айбута не относится к Хунзахскому району. А что, Очло есть асфальтированная дорога, что ли? Или Хамуши есть асфальтированная дорога? Или Хайлюк есть асфальтированная? А почему Айбута? Почему именно Айбута? А что, до этого года Айбута хоть один раз ремонтировались дороги? Не ремонтировались. В этом году отремонтировали дороги, посыпали хоть гравием, песчано-гравийной смесью. Вот сразу нужен асфальт. Вот все нужно сразу сделать. Не получается у нас. Мы же тоже, бюджет тоже у нас не резиновый.
У нас есть план, Айвута тоже будем асфальтировать. Дойдем мы до Айвута, когда и воду проведем, и канализации проведем, и все остальные коммуникации, когда проведем, и до Айвута тоже будет асфальтированная дорога. Очень прошу вас, восстановите, пожалуйста, маршрутки Хунзах, Махачкала и обратно. Таксисты уже слишком наглеют, подняли проезд до 400 рублей, с детьми не хотят везти пассажиров, даже с годовалого ребенка берут проезд, вводят машину как попало, гоняют как могут. Да, не то, что как могут. Я не знаю, сейчас я боюсь ошибиться, у нас таксист есть без руки одной. И другой таксист есть 9 или 8 размер этих очков носит, который не видит в метре от себя, что происходит. По крайней мере, были такие таксисты. Но сказали, что их убрали, что они сейчас не работают. Этот вопрос очень актуальный. Все же радовались, когда таксисты по 150 рублей возили в Махачкалу. Вот это и есть конкуренция. Это конкуренция частных маршрутников оттуда убрали. Сейчас ни одного их не осталось. Все таксисты сейчас будут поднимать цены до 500 рублей. Для этого мы пытаемся, мы ищем варианты поставить маршрутку Хунзах-Арани. Обращений бывает немного, но обращений бывает вплоть до республиканских структур. Дошли эти обращения. Мы поставили в прошлом году маршрутку, 2 месяца он ездил, он даже на бензин не заработал. Почему? Потому что ни один пассажир не хочет ждать 5 минут, пока маршрутка заполнится. Или пока маршрутку сядут 5 человек. И он, бедный, ездит с одним пассажиром Арани или с одним пассажиром из Арани Хунзах. А он для чего? Он же не может работать на наших жителей. Он же тоже должен кормить свою семью. Но тем не менее мы сейчас ищем варианты. Будем субсидировать этот маршрут, постараемся через администрацию, через бюджет района Хунзах-Арани. Точно так же, если есть такая необходимость, я думаю, что и Махачкалу маршрутки мы найдем. Давать наглеть этим таксистам, конечно, мы не можем. Хотя люди зарабатывают кто как может. Когда они бесплатно ездили, все же радовались. Все радовались. А теперь, когда они берут деньги, нам не нравится. Но они восстанавливают ту упущенную выгоду, которую они в позапрошлом году упустили. Здесь все идут «Ассаламу алейкум». Я это не зачитываю, просто в селении Аурута будет проходить работа по замене опор электропередач. Я думаю, что будет. И эти вопросы, если вы задали главе села, он бы, наверное, объяснил лучше, чем я, потому что они подписали схему ремонта электросетевого хозяйства в каждом населенном пункте. Каждый глава ее подписал, каждый из них знает, сколько километров проводов будут заменены, сколько трансформаторов будут заменены и сколько опор будут заменены. Есть программа, есть схема, которую подписал каждый глава сельпоселения. Я думаю, что и Аурута тоже будет то же самое. Хунзах Ростал Бегаулас Дирвасас Улутлакусом Баниги Хизан Хабун Химер Хабуниги план Хулюб Хечу. Прокуратура Уманиги Хестахеп Эзабизик Олив Чиги Вакинчун Ниж Судалде Инарич Угон Тудак Улариш Хеста план Кен Хаб Захматав Заманалда Алок Хабвазин Ачи Хабизи Яги Нижица Шип Хабизи Колибали Вотлилан Тлазе. А прокурор что сказал? А прокурор чем набрал? Кто этот вопрос задал? Прокурор же обязывает его дать план. Если Хунзах Ростал Худачина Багалдарга проблема с генеральным планом, Хунзах Ростал практически проблема чем-нибудь. Генеральный план Гибогу до внесения изменений. Он за последние 3 года, кроме 22-21 года, больше 1000 планов, по-моему. Говоришь, Валерий? Хунзах. 800 планов. Хунзах – это единственный населенный пункт, где раздали столько планов, столько участков под индивидуальное жилое строительство. Для Талароха, почему эти люди не подпадают под этот план? Царь Каматани, я думаю, что разберемся. Царь Баджани разберемся.
Почему 2 года подряд не проводят форум студентов? Ну, это понятно, там в зале нам не разрешают его проводить. Если отлисал уже договориться, договор Куанкина уже нам не дают его проводить. Проводить форум с заполнением до 30% мы не в состоянии. Митнуску чувачину богала, кинуску чувачину зал казы бажралар кинуха. Поэтому нефтер чазы парана все должны быть там принимать участие. А хотим мы ее проводить, да, очень сильно хотели. И в прошлом году мы начали это, в апреле не получилось, в сентябре пытались, не получилось. Если получится в этом году, я надеюсь, это все получится тогда, когда у нас будет выработан коллективный иммунитет. Когда все жители Хунзарского района и республики будут вакцинированы. Тогда мы можем проводить и массовые мероприятия, и форумы, и другие мероприятия в том числе. Но когда о нас беспокоится государство бесплатно, и когда мы принципиально не хотим принимать эту помощь, конечно, это непонятно. В декабре прошлого года на сессии депутатов состоялось обсуждение бюджета района. Когда будут проведены публичные слушания бюджета или хотя бы когда он будет опубликован? И хотелось бы узнать ваше личное мнение. Нужно вообще проводить публичные слушания по бюджету или нет? Спасибо, Тимур Амаров. В декабре на сессии депутатов, каждому депутату был вручен проект бюджета. После этого он был опубликован в газете «Сельский труженик». На сегодня этот бюджет принят. Я думаю, что после принятия он будет и на сайте, и в газете. Нужно ли его обсуждать публично? Ничего плохого нет, если мы будем обсуждать. Он опубликован в газете, дайте предложение, мы всегда рады будем слушать любое предложение. В этом году будет введена в эксплуатацию школа в селении Арани при удачном стечении обстоятельств. Она может стать визитной карточкой хунзарского образования. Половина успеха в этом вопросе будет зависеть от компетенции директора школы. В связи с этим хотелось бы узнать ваше личное мнение, подчеркнуто. Что будет лучше, провести конкурс на должность директора данной школы или осуществить прямое назначение? Спасибо, Тимур Амаров. Да, эта школа, она будет гордостью района. Я надеюсь на это. Это такая школа, которой нету ни у кого в горных районах. И такой школы тоже не будет ни у кого в ближайшее время. И приниматься туда будут только квалифицированные специалисты. Хотя я не сторонник этого, но, скорее всего, наверное, будет по конкурсу. Но личное мое мнение, Тимур Амаров, я бы назначил туда директора, потому что некоторые теоретики, которые абсолютно не имеют практику никакой работы, лезут в эту работу и проходят эту теорию лучше, чем настоящие практики, которые прошли от 1 класса и до становления директора. Я бы назначил туда директора. Но не буду я этого делать, я назначу конкурс и назначу директора через конкурс. Назовите несколько личных и деловых качеств, которые должен обладать гражданин, чтобы стать начальником отдела образования района. Руководимый вами в администрации. Спасибо, Тимур Амаров. Вот, Фатимат Хадисовна, какие есть у него качества, вот такие качества и нужны для руководителя отдела образования. Я доволен работой этого руководителя отдела образования. Кроме того, сегодня она отчитывалась перед депутатами районного собрания и главами сельских поселений, дали очень хорошую оценку, приняли этот отчет очень хорошо. И те рабочие, деловые качества, те профессиональные качества, которые имеет Фатимат Хадисовна, я очень доволен. Если есть человек лучше нее, пожалуйста, приходите. Из нескольких руководителей отдела образования Фатимат Хадисовна одна из первых прошла тестирование 2 этапа и готовится пройти 3-й этап. Я думаю, что она и достойна. И человек, который беспокоится о нашем образовании, который и ночью, и днем думает только об образовании, если есть другой человек, пожалуйста, приходите, я рассмотрю и эту кандидатуру.
если человек может сказать, что он лучше будет работать, чем Патимат Хадисовна. Я никак не ущемляю, не умаляю достоинства прежних руководителей отдела образования, но я сегодня доволен руководителем отдела образования. Как вы знаете, в дагестанском обществе неоднозначную реакцию вызвал законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти, принятый на днях депутатами Народного собрания Республики Дагестан. Как вы считаете, с принятием этого закона эффективность управления районом и качество жизни населения повысится или наоборот? Спасибо, Тимур Амаров. Ничего сверхъестественного в этом нету. Это законопроект, тот же 131 закон. Там изменения это практически там же внутри. Ну, а что сверхъестественного в том, что примут этот закон? Если из 67 депутатов 62 проголосовали за, значит, это правильный законопроект. Я думаю, что решение этого закона пройдет и через Государственную Думу, и через Народное собрание Республики Дагестан. Даст ли это положительный результат? Не могу сказать. С учетом того, что я до вас доводил буквально 10-15 минут назад, когда мы пишем письмо главе сельского поселения и говорим, что дайте список лиц, которые хотят провести бесплатный газ, а от сельского главы администрации нет этого письма, я думаю, что если этот человек будет назначаться главой администрации, он будет бегать каждому домой и давать этот список, потому что его в следующий день снимут с работы. Я думаю, что эффект все-таки, наверное, будет там. А сегодня, когда мы даем бюджет сельскому поселению, и он остается неиспользованным до конца года, конечно, принимать решение нужно каждому главе. А от того, что главой он будет называться, или там губернатором будет называться, или там старостой будет называться, какая разница? А в чем разница в этом? Почему должно быть хуже, если это прямое назначение для жителей населенных пунктов? Я не знаю, может быть, я что-то недопонимаю. Но если человека заставляют работать утром с 8 до 8 вечера и контролировать его будут, а в чем тут плохого? Сегодня, например, батлайчинский глава не может отчитаться перед сельскими жителями. Он пишет мне, почему я разрешаю проводить сход жителей. Я кто такой, чтобы ее проводить или не проводить? Эти жители захотели, сделали сход, не захотели, не сделали сход. Да, отчитывайтесь перед главами, то есть перед жителями. Каждый месяц отчитывайтесь. Кто мешает отчитаться каждый месяц? Собрать всех жителей после Рузмана или там в клубе один раз в квартал или один раз в месяц. Никому же не мешает. Никто же не мешает. Я думаю, что никакой разницы там не будет для жителей сельских поселений. Я думаю, что те деньги, которые на них тратятся, они и так будут тратиться. Те дороги, как делались, так и будут делаться. Тот план, который у нас есть, так и будет реализоваться. Самый глава, ботлерский глава, который руководил районом, по-моему, 3 срока выступил и сказал, что это хороший результат, положительный опыт. Если несколько депутатов, которые работали главами сельских поселений и районных администраций, если поддерживают, наверное, там есть что-то положительное. Поясните, пожалуйста, вопрос ликвидации СП, с какого периода они перестанут работать. Это, наверное, нужно принимать решение сперва. Когда примет Народное собрание, когда примет Государственная Дума, там будет опубликовано или через год после принятия, или через 6 месяцев после принятия, или через 5 лет, или через срок избранного главы. Это все будет приниматься, наверное, я думаю, что Государственной Думой и Народным собранием. Вопросы, которые закончились, хотелось бы услышать от вас вопросы, не связанные с отделом образования. Я не хочу ее менять, не задавайте по отделу образования вопросы. Я пока еще не достиг той цели, которую мы поставили перед собой.
очень принципиально, очень хорошо. Есть вопросы, да, обучение, очень много обучения, очень много ошибок. Знаете, настолько много ошибок, что иногда вот домой приходишь, лежишь и думаешь, а как это все исправить можно? Но исправлять нужно, эти ошибки тоже нужно исправлять. Это глупый человек должен быть, если одну ошибку допустил, а дальше еще одну ошибку делает. На то мы и живые люди, чтобы ошибаться и исправлять свои ошибки. Мы для этого и работаем. Но у нас нету ни дня, ни ночи, ни выходных нет у нас. Мы всегда работаем. Мы всегда работаем, мы всегда бываем на связи с директорами, с учителями, и с отделом образования, и со всеми службами, которые у нас есть в районе. И чтобы все знали, за последние 3 года мы обеспечили район образовательного учреждения практически всем необходимым. А толк какой? Ни один родитель в школу не приходит и не спрашивает у учителей, а вот купили интерактивную доску, а что вы с ней делаете? Или пойти в садик, посмотреть, 25 проекторов мы купили в прошлом году в садике. 25 проекторов. А прийти в школу и сказать, а что вы с ней делаете? Она же пылится, там висит у кого-то, вообще где-то там лежит, наверное, на полке. У кого-то дома, наверное, лежит. А родители, это же для ваших детей покупаем мы это все. Это не для заведующих садиков мы покупаем. Не для директоров школ мы это все покупаем. В этом году купили новые парты для начальных классов. Сколько парт купили мы? Пожалуйста, мы что это, для себя что ли покупаем? Или еще другое оборудование покупаем? А их же надо поставить. Это же надо следить за этим. Точки роста сделали. Одна Абудинская школа, а что? А другие 6 школ что делают? А другие школы что делают? Поставили точку роста, взяли те же учителя, которые в этой же школе работают, информатиками или математиками, взяли дополнительно. Но дайте молодым ребятам работать в этих точках роста. Это же для развития наших детей. Это же будущее наши дети. Нет, вот нельзя никого брать дополнительно с улицы. Очень много у нас хороших, готовых. Не обязательно педагогов брать на эту должность. Отправляйте учиться. Специалистов у нас много, которые могут работать на этой технике, которые могут обучить наших детей чему-то. А сегодня что мы получаем? Одна Абудинская школа и все. Учитель года, одна учительница. То, что я вначале говорил, конечно, еще раз хочу повторить. Спасибо и молодежная организация, и духовное управление поддерживают нас, очень хорошо поддерживают. Но без участия родителей воспитывать и научить детей чему-то мы не сможем. Пожалуйста, дайте вопросы. И самое обидное бывает, когда приходят люди, говорят, я не знал, что там это строится, я не знал, что там то строится, я не знал, что это делать. Слушайте, все, что не нужно в Инстаграме, вы видите, а то, что положительно, почему-то никто не хочет видеть. Все это есть у нас в Инстаграме, все это есть у нас на сайте, все это мы показываем каждую неделю по телевидению. Спасибо телевидению нашему. Единственный человек, руководитель Хунзалского телевидения, который беспокоится о детях нашего района. Чем они занимаются на спортивных тренировках, чем они занимаются в школах, чем они занимаются дополнительным образованием. Вот этим занимается только почему-то у нас телевидение. Ему больше всех это нужно, больше, чем родителям. Я думаю, Айрбек, спасибо за понимание и поддержку. Ассаламу алейкум, хурмати худыр джамаат, нас баракатлиги, тлиги, джамаатадаги. Абдулlah футбол, он еще чухаги охраг юбу, абхунза хайруна да, они хавилса, они ватиалса, анчишайн тлис абн баха, абахир заман тлис абхукумат абдулlah фашижо. نيتخد أنا نيتخد مثل ومضوا بعض وبوجي ودي أشعر مثل يا إحنا مصبوجي يا صلوا مثل بيرسينا وتشاب لبو صابر بوجي و الله يخليك مثل سجارة أشوف ما يقولوا بواسو сколько сделано видео ролики مثل сколько сделано كان جو هبوم يعني при всем этом مثل носа айпэс бевала مثل что недостаток детского будет что один недостаток
Нэлэр балай шижу хабуна неги сейчас ликли хабур маха саучас нэлэр бакалт лезгулар. Аг хагутлуна. Ну представьте, балай нэлэр сималу школу да. Столько силы и энергии эти люди тратят на этого ребенка. Вала цони бисхар, цони играть ласкувитлон, ле, али, умар, баркалогу, завидешку, хабурут лохина. Балай фельдшера балайха, асеги хатги, хвачанги, хинтлен черачуна, ботлера оказывает свою помощь. Лица хаба баркалайдона. Те же самые садик балайха. Ну, нэлэр ракхинолу один падима той любри. И никто не скажет. Балай нэлэр улокхан рубхал дибирзе иман зай. Сколько работы, или улокхан саблуш халк балайха. Лица абруха цнақасак алхангуру вала хаучас лига халк олигнон. Махсуд гаджич ди бурахатлги, нижер жамаат бурахатлги, рак ас алхаулуг баркалат лежит мугудуиги, туркоманда аслиги. Алхар гамзазу сарло магамедович, магамед гаджич балаха асадали, шамил магамедович. Это киба лебаджан дунтун дир вопрос отсходжухан. Ну, нэлэр ле дина слубатсги жамаат нэлэр заман шумугу нэлэр сабур жуат баркалат лезиги. Хемахас, нэлэр адаматлун, нэлэр адама кидорук аргируха. Ну просто халага недостатку нэлэр со авис уларги. Нижер цайлук администрация жаник в течение года цайл буду ханивачунха очень много сделано. Ева ноды бих из бихана, хемахас битсин хагазан ших битсин зачёла уже гележу. Махсуд гаджич харахинская зона бугуда отдаленный. Тарикада. Анчи гацатлин цол цочари унцо орцарахлек эсун хел документ холятичуни. Заранец документ гарила. Бехилятен хевгаз жехтлwas. Нижер антлантло бегалого рачин хенит заранец лес кол хевжуха. Нижер хеб харибогу нижер хаб харахинская зона арлун. Газги нохки цойтин харибогу чансумбаник балаха пацанца тлайлух одеда кудяха трансформаторис коларуха. Об начальник ресу аегур тлини аегур. На сегодняшний день 160, 150, 120, 90, ну это же хечу хавнеров. Адама хехоли цогат хвал хал. Бейлятен хеп кол хаба жуас нижер участвовать кумек хеведу дуи сахли баркала хабулдан витлаги. Ну, газификация это вопрос нэлэр до 25 года программа была живи населенный пункт завершение газификации Хунзасского района до конца 25 года. Введение оператора спецкомогу внутренняя разводка газопровода живи розаватлавизе. Тебе нэлэзэ даксел государственный дубаню гябулугара и сана Харун Рорчал проектал Озарна Ходоров проектал через единого оператора начиная с 22 года уже проектирование Угарон. Садах до 25 года Шлойзавзиковый район, если ничего сверхъестественного не случится. Ну, пока идем по плану. План синхронизации, подписать Габон, пока идем по плану. Думаю, что к 25 году в Ласкомате Нахачон ничего хутане все будем газифицировать. Парковали. Они нужно куда они представитель отдела образования, финотдел, отдел организационно-правовой отдел, заместитель, председатель районного собрания. Вот раз Халтлесбел нужно не обязательно дихтебачный курс але духовный управление, але имамову представитель молодежной организации. Вот раз Халтлесбел нужно. Жака нихани ракарун не то чтобы дица докладывать, где тазик была вот посредством общения. Бачи класс валал, нихлеца харизикул. Жак вала жаны мана табусунор диц адибосара райткураб хабичон хуторажо практически шимниге журайнова. Даже более того, 20, 30, 40% объектов Харунугу сверх Харизи ракалдаругун жили. Ну, жиги надежда бугу, жиги цоги дал Харизи. Поэтому нужно предложение от Лесколаха, нужно предложение Лайджунани, ниже Харун Хунариту, Шалтабин Хунар, да, связал котел бихуматал, связал хинцу руматал, ну, вот это разовый вопрос, который является текущим вопросом можем решать. Или Садла Магомедович его вопросом строительства, батальный уже избил вопрос. Амир Алиеву по вопросам строительства. Вот когда суал Жакат Лезбела, ну, хватит, который суал Ганит Лезбела, они честно говорят, еще не. Мы же не личные вопросы. Личный суал, личный суал, я не могу больше обидеть ничего. Вот, да, действительно, Алица Вражи Битерову,
Ну, диха бажарлар халда чивосы. Пример садик алды, школа диха халда чивосы, это не моя компетенция, не уровень для меня. Да, диди тазик кола, я должен знать каждого человека. Вот попробуйте принимать на работу хоть одного даже уборщицу, не согласовывая со мной. Тут сразу сделаю выводы, постараюсь уволить этого руководителя. Сразу. Почему? Потому что я до сих пор вижу, чем это все заканчивается. Но Дида согласовал, я что, против этого, что ли? Хоть одному человеку я отказал в приеме на работу? Нет, конечно. Это вам, заведующим директорам, работать с этими людьми. Но раз они с розом, жиндирго, вацки, чужоги, заведующие алги, завхоз алги, сторож алги, там еще кто-то, то просто тухумалга вражен, а все же люди есть, которые должны еще работать. Сочевательно, анско халдаги угон, ансилацию халдатлели жинди. Не могу я так делать. Не могу я так делать. Два мискин заверваны, терропар, швазер, бурушанцер, бурушки, шуларе. Их же надо трудоустраивать, хотя бы элементарно. А да, за прошлый год, за 21 год, 17 учителей молодых мы устроили в школу. 17 учителей, это 17 семей получат зарплату. 17 человек научатся работать. Через год, два, три, когда вы на пенсию уйдете, 17 человек могут заменить других учителей. Если мы так не будем делать, а где мы их возьмем? Средний возраст, если учителей 47 лет, это куда годится? Когда как максимум должно быть 35 лет. Средний возраст учителей. Вот тогда будет образование хорошее. Правильное образование будет тогда. Да, наставники нужны, наставничество должно быть. Но это не означает, что все между собой должны делить. Ни один человек, по крайней мере, в сфере образования. Более того, мы написали запрос, у кого есть дипломы, чтобы обратились с педагогическим образованием. Всех возможных устроили мы. И будем устраивать. Если получится, получится. Не получится, через год, через два избавимся. Других возьмем, третьих возьмем. Сельское хозяйство, все главы беспокоятся. Ни один человек не идет в сельхозинститут и сельхозтехникум учиться. Но почему? 25, 30, 40 тысяч рублей получают ветеринары, зоотехники на сельхозпредприятиях. Идите, работайте. А кто мешает? Бесплатное обучение, пожалуйста. Никто не хочет, никому это не нужно. Все хотят быть бухгалтерами и, в общем, все хотят работать в администрации. Не получится, у нас всего 50 мест в администрации. Больше мы не можем брать. Муниципальной службы нет у нас больше. Ассаламу алейкум. Глава сельского поселения село Цада. Действительно, Эмер Хаурхал Эгрихи зона, Хаду Себат Инсаназиги, Калфик Эги, администрация Хлик Цугидезиги, Тайгцик und Halt Erhazi. Der hat den Вопрос гун. Хотя Эмер Бицун Гионжа, Ханик Бицун, Сесел Гибицун, молодежь, Халат Азул, периоды Албан, уже Бицун, Алабжу Бажарулар гун, Окхин Хайлили, Талар гун Хут Унухан, Жоцик Абишатому, Ангоб, Важун Жут Сайдин, Унасад, действительно, Нижердуам, Игулхабгу, Локханчи, Махачкалдам, Хана, Партиросана, Джиндаба Алда, Бажанскин Гечел, он Хага Ботумуди, Хабжотлу, дальнейшем Халтас Хадуги, Олгу, предприниматель, он Хага Готлегози, Аврат Эгуруни, Нижет Штрафалтескину Хабжотлу, в любом случае Хабжу периодом Бажару Лечу, Хагатул, Халтас Хадуги, Шику Мектебук, Нилан Хежебот Нахазиман. Баркала. Республика Алджани, Соник район Бицун Руца, Майнан администрация, Тун Аратскун документал Хадурара. Уж Соник район, Соник Ечу. Антилеон Кукуриш, Дунишине Корел Гракун, глава Грачунгуэ. Антилеон Кучас Хадурму Урва, а Моцицели Керунгарани, в 21 году Хадурму. Анцели Сабучесу, Куну, Орда Камзал Сабуас, получена регистрация, Анцусу Хотунорис. Ну, дикий вопрос, Мухаммад, я все понимаю, но я не всемогущий человек. Тихо, бажалар, кино, халду. Вахиришал Джеру, глава, дитин уже, майнанткун, арабский был вахи, бихизарун чайгиру, компетентный чай. И бихизарун пример гибу, что это все можно делать. И элементарно, и просто. Ничего не нужно сверхъестественно. Да, Богу не терцокиго, тавгу помогут. Чем поселение проблемный. Ну, тавгу поселение могут вот формат мехи. Поэтому я думаю, что эти вопросы я все сделал.
Я все сделал, чтобы это все прошло на нужном уровне, Мухаммад. Ада сельский бассейн, дитс майнду арацки абилнамно ходуцам, жинц ткун арацкун жиндиц ебжа гури шамин майнду. Жиндиц ткун арацкун чиги валану гила, жиндиц ебги абули бугила, жу тейле бабизем дуцамун дитс муги танам Мухаммад бирцам. Дуцамун жо жауаплезе кола живичас, жинц абру жолсо. Да, Табучас, которые сказали, что мы сами это сделаем. Делайте, я же вам не мешаю. Но вот сейчас я напишу письмо Россельхознадзор. Здесь нужно что все сельхозземли должны быть в аренде. И у кого этих договоров нету, на конец 2021 года все будут штрафовать. Адамас Кутюгон никому это не запрещал. Или вопрос, мы больше потратил я, чем нужно было на эти цели. Цику на вон лице. А без биологии мы бугаранги цику на вон. Ну, их кино уже это бюджет же он не безразмерный, я же не могу каждый день одно и то же делать. Собака алдида кигуну харадский хозяйский говорю. Ассаламу алейкум, Абдул Джамал. Районный собрание депутат Тамил Филосов. بطل ممكن نزيجو ريون شو حاط قازين نجير هذا روز تلبور حاط كير باقي هذا روز كي نزيجو بالكاوت لازم كي يزي ندير سؤال بعدين газификация все зон отгоножит нот бабутский зоны тем самым русским трассы бачмо гордора качам бичана вопрос дицоля глава сумги осуждаемого буквально позавчера. Если это тоже бичи закола, земли в зоне отгона животного, это не наши земли. Если бажарлар убадачи, голе дудаби хорвор, мисал, Министерство имущества Рад гибого, Министерство имущества школа гибого, лицензия гибосу школа жан химари час бажарлар, там сумбалу не цатамуси. Из-за разногласий, почему? Потому что на зоне отгона животного зона отгона животного, тази кола колхозалда халқы именно отслежу получается хизамал хихизуева. Он это Росавик Арону назвал, это незаконно, это если мы этот вопрос сейчас поднимем на всю республику, это поднимется ажиотаж. Это у них баланчон, поменяется закон о статусе земель в зоне отгона животного. Вот когда это поменяется, там будут какие-то варианты. Почему? Потому что эти земли относятся к Министерству имущества. И эти же газовые сети, эти школы, эти садики тоже будут относиться к Министерству имущества. Поэтому пока вопрос, да, нужен туда проще вопрос, потому что нужно уважать не ему хавзар газ, а нужно бачу не живо. Ну, сейчас лучше не поднимать этот вопрос. Халади, да. Жани бачара, Акалти, например, анскусунацы бачара разводка разложения. Şimdiki bacılar bacılar арабских бacılar и подключитамги бacılar. Один из головного, ну нехлеца, они битинчи гоннан, гопчоник вопрос с повестки дня бакумгунарха. Мобугуна поэтапно обсуждать роль бажара богал даксел устроил, бажара богал минсел хозалда мин имущество сан обсуждать ярун, да тем вопросов. Ну бачунову да. Вот когда это закон примется, там много вопросов решится. И не только этот, и другие вопросы тоже. Аркала, Кутанлогин это представитель. Сотрудники, работники учреждения образования должны пройти тестирование еженедельно. Тестирование на ковид. Еженедельно. Сделайте план, чтобы материал для тестирования был в каждом населенном пункте достаточном количестве. Пускай больницы занимаются этим. В каждом населенном пункте, чтобы каждый понедельник прошли тестирование все работники образования. Если в больнице или в школе вход один человек, два человека будут с ковидом, эту школу надо закрывать. И эту школу надо закрывать, пока не случилось ничего плохого. Если 2 человека больны, значит с ним контактировали еще 5 человек. И с ними контактировали еще 10 человек. Поэтому этот вопрос надо исключить. Начиная с сегодняшнего дня, все работники администрации, все работники подведомственных учреждений, главы сельских поселений, все должны проходить тестирование еженедельно. Еженедельно и отчет по нему, кто сколько чего прошел.
Я с удовольствием хочу наградить. На самом деле, второе место по итогам 2020 года, это я считаю, что очень большая заслуга для нашего района. В такой трудной, тяжелой ситуации, в которой мы были, кино халани хербугара положение, кино халабугара ситуация, больница, доллары, дарабиги, унтарал, адамоги, хараб, районги и так далее и тому подобное, но них практически без остановки халтана, Баркалабу, вообще администрация района, действительно, все жалуются, что денег мало, кроме администрации. Ни один человек в администрации не жалуется, что у них 15 тысяч рублей зарплата. Поэтому Баркалабу, Киназову, всем огромное спасибо. И жителям района, и активу района, и руководителям школ, садиков, учителям. Все говорят, что я их не люблю. Самый любимый контингент – это учителя. Я вас очень сильно люблю, и благодаря вам мы имеем то, что сегодня имеем. Спасибо всем. Главы сельских поселений. У нас есть награждение, в Петербурге положение, лучшие главы, которые хорошо работают в течение года, главы сельских поселений. Небольшие суммы, но в любом случае, я думаю, что то, что мы сможем, то, что в наших силах. В рамках отчета главы пройдет награждение людей, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие района. Администрация муниципального района Хунзасский район награждает Сулейманова Камиля Магомедхановича, заместителя начальника отдела экономики и прогнозирования, за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в социально-экономическое развитие района. Глава муниципального района Хунзасский район Магомед Задиев. Почетной грамотой награждается Кибедова Марипат Гаджиевна, главный специалист финансового отдела муниципального района Хунзасский район, за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в социально-экономическое развитие района. Награждается Магомедов Зиавудин Шигабудинович, председатель СПК «Знатные люди» Хунзасского района, за многолетний добросовестный труд, активное участие в общественно-политической жизни и значительный вклад в социально-экономическое развитие района. Награждается Курамагомедов Гаирбек Магомедович, генеральный директор ООО «Хунзах телевидения», за многолетний добросовестный труд, активное участие в общественно-политической жизни и значительный вклад в социально-экономическое развитие района. Награждается Гусейнов Шамиль Гаджимурадович, руководитель МКУ отдел АХО и ТЭМ, за многолетний добросовестный труд, активное участие в общественно-политической жизни и значительный вклад в социально-экономическое развитие района. Администрация муниципального района Хунзасский район награждает Атаева Раджаба Магомедовича, главного специалиста МБУ при администрации Хунзасского района, за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в социально-экономическое развитие района. Почетной грамотой награждается Гаджиева Мадина Магомедовна, заведующая детским садом «Орленок», за многолетний добросовестный труд, активное участие в общественно-политической жизни и значительный вклад в социально-экономическое развитие района. Награждается администрация муниципального образования сельсовет Абадинский, занявшая первое место по итогам оценки эффективности развития сельских поселений муниципального района Хунзасский район. Награждается администрация муниципального образования сельсовет Гацатлинский, занявшая второе место по итогам оценки эффективности развития сельских поселений муниципального района Хунзасский район. Награждается администрация муниципального образования сельсовет Амиштинский, занявшая второе место по итогам оценки эффективности развития сельских поселений муниципального района Хунзасский район. Награждается администрация муниципального образования сельсовет Харикалинский, занявшая третье место по итогам оценки эффективности развития сельских поселений муниципального района Хунзасский район. Награждается администрация муниципального образования сельсовет Уздал-Росинский, занявшая третье место по итогам оценки эффективности развития сельских поселений муниципального района Хунзасский район.
за внимание. Всем мира, здоровья и добра. Киназы Гудя Баркала за ту работу, которую вы делаете вместе с нами, с администрацией.